Основной целью поездки абхазских парламентариев в Турцию было участие в выборах председателя и Совета правления Федерации абхазских культурных центров. В результате голосования делегатов пленарного заседания 12-го съезда Федерации председателем был избран Мурат Махария. Делегацию парламента Абхазии возглавлял спикер Валерий Кварчия. В ее составе были депутаты Илья Гуния, Тайфун Ардзинба, Алхаз Джинджолия, Винор Бебия, Дмитрий Гунба и Астамур Логуа. Народные избранники впервые за послевоенное время посетили коллег турецкого парламента. Встречи проходили на разных уровнях. Безусловно, там есть представители нашего этноса. Это сегодня оппозиционный депутат Паб Энгин, но это один из самых больших патриотов, проживающих в Турции, патриотов абхазского государства. Мы еще встречались с представителями правящей партии. Это тот депутат, наш шапсукский брат, как оказалось, возглавляющий комитет по обороне и безопасности в Турции, являющийся главой парламентской группы дружбы между турецким парламентом и Государственной Думой Российской Федерации. Он привел еще пару депутатов, являющимися тоже представителями правящей партии. На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, в частности, реализация ряда совместных инициатив и мероприятий. Кроме того, планируются визиты турецких депутатов в Абхазию. Готовится одно крупное мероприятие, будет культурного характера, куда будут приглашены все представители народов, диаспор, проживающих в самой Турции, где планируется участие высшего руководства Турции. И если это мероприятие состоится, как его наметили в декабре, то абхазская делегация парламентская будет в нем принимать участие. Турецкая партия «Ватан» организовала пресс-конференцию, на которой делегаты и председатель партии Дугу Перинчек ответили на вопросы, интересовавшие турецкое журналистское сообщество. Выражалась готовность и, подписание соглашений между нашими телевизионными каналами и турецким каналом. Я надеюсь, что мы эту работу, которую начали год назад из-за пандемии, не смогли реализовать до конца. Но в новом году очень надеюсь, что появится передача, которая будет транслироваться на 80-миллионную турецкую аудиторию. Астамур Логуа выразил готовность двигаться дальше и продолжать работу, направленную на признание независимости Абхазии другими странами. Очень разного рода вопросы поднимались, и в том числе, которые интересуют сейчас вообще наш регион в целом. Это платформа 3+3, которая обсуждается на самом высоком уровне, идея руководства Турции, которая была предложена и поддержана и Ираном, и Российской Федерацией, Азербайджаном. Вопросы есть по Армении и Грузии, соответственно. Но, к большому сожалению, об Абхазии там никто не говорит и не упоминает. Но, еще раз повторюсь, мы будем стараться добиваться, если это будет эта площадка каким-то образом быть там представленными. Если нет, то будем реализовывать с нашими друзьями через их связи с другими странами региона альтернативные площадки, где абхазское мнение, абхазская позиция как независимого государства будет представлена. Астамур Логуа также сообщил, что представители Абхазии в Турции занимаются решением вопроса морского сообщения между Абхазией и Турецкой Республикой и выразил надежду на положительный результат. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.